необходимо в первую очередь избавляться от 3 ловушек, оставленных нам от нашей истории и преодоленной нашей географии. Если мечта античных мыслителей о просвещенном правителе-философе была реализована на Западе во время правления римского императора-философа Марка Аврелия, то у нас в Центральной Азии она реализовалась во время правления просвещенного эмира Улугбека. Однако эта история имеет свое трагическое продолжение. Султан Абдул-Латиф, наследник, построивший прекрасный медресе в историческом таджикском городе Саравшан, как народное название Кокумбас, известный знанием астрологии, истории, также поэзии, как мог пойти на крайний шаг от убийства. Чтобы понять этот мотив, мы сделаем историческую экскурсию от середины 15 века к второй половине 11 века во времена великого визиря сельджукидов Низамуль-Мулка и его суфийского богослова Абдухамида Газали. Как ни странно, именно распространение утверждений ислама в Центральной Азии выступило обитательной почвой для возникновения и расцвета исламского ренессанса в Средневековье. Как показывают последние исследования европейские, в первую очередь немецких исследователей, основными носителями этого исламского возрождения были представители Центральной Азии, преимущественно таджики. На наш взгляд, первоначальным толчком этого ренессанса стало включение исламской традиции зороастрийцев к людям книги, так как сами зороастрийцы предки таджиков практиковали в основном из устной передачи информации. Теперь в новых условиях укоренения ислама в Центральной Азии пришла пора изложить почти 1500-летней колоссальной общественно-политической истории региона на бумагу. В этих условиях появилась прекрасная возможность не только излагать собственные порой субъективные мнения, но и ознакомиться с другими порой альтернативными мнениями точки зрения. Самый известный случай – молодой незаурядный отрок Авиценна, вылечивший недуг саманецкого мира, имя халифа Мамуна в Нишапуре, а также десятки медресе. Это первые высшие учебные заведения в мире по всему Баруруду и Харасану, образовавших твердые учебные базы для формирования роста научных мыслителей, давшие миру этот уникальный ренессанс. Один современных немецких исследователей исламской тематики, который изучал нисбу, то есть псевдоним этих мыслителей, посчитал более 300 центральноазиатских мыслителей, преимущественно с таджикскими корнями. Парадоксально, но факт достижения абсолютной истины той эпохи достигали 2 путями: через образование и самообразование, а также через отказ от материальных благ и соблазнов, через аскетизм и беспрекословное служение Всевышнему. Ярким подтверждением данной мысли является знаменитая встреча 2 ярких представителей этих 2 альтернативных путей достижения истины: яркого энциклопедиста 21 века Авиценны с основателем харасанского суфизма Абу Саидом Бехами в городе интеллектуалов того времени Нишапуре. После их встречи Авиценна говорит, что я знаю, он видит, которому отвечает известный суфи, что я вижу, он знает. Эти 2 пути, самообразование и интуитивное созерцание, дополняют друг друга, создав прекрасные почвы для высокого полета мысли наших предков. Через полстолетия после данной встречи в интеллектуальной небосклоне при поддержке великого визиря сельджукидов Низамуль-Мулка, озабоченный жесткими общественными религиозными дискуссиями, особенно мутазалитов, переходящий часто в огромные кварталы городов, появляется фигура Абу Хамида Газали, который бросает вызов равновесию между рационализмом, первым путем достижения абсолютной истины, и интуитивного созерцания, вознеся порог второго. Со временем интуитивное созерцание постепенно переходило в мракобесие, и жестко противостоя рационализму охватывает и принцип крови, каковым был и султан Абдул-Латиф. Хотя выдающийся исламский мыслитель, социолог Ибн Рушд из мусульманской Испании, Андалусии, научно доказал несостоятельность позиции Газали в своем труде опровержения, увидевший свет через столетия. Однако ортодоксальный ислам, опираясь на власть,
уже пустит корни во все сферы жизнедеятельности людей, методично и последовательно вытесняя рационализм из общественной жизни мусульман. Этот труд стал известен только среди малочисленных мусульманских интеллектуалов, внеся мощное влияние в западную, не восточную, а западную общественно-политическую мысль. Эта ловушка Газали, на наш взгляд, выступая первым из трех, сковывает до сих пор высокий полет мысли интеллектуалов Центральной Азии. Второй ловушкой для Центральной Азии выступает наследие великий яссы Чингисхана, укоренившийся в политическом сознании поведения части традиционных элит стран и региона. Хотел бы напомнить, что один из статей этих степеней яссы освобождает приближенных верховных правителей от совершения до 9 преступлений. Обратите внимание, до 9 преступлений. В течение 8 столетий эти люди участвовали в поднятии хана Бели Кашме, освобожденные от неоднократных нарушений закона, стояли вне закона, точнее, выше закона. Это монгольский церемониал, со временем были, в этот монгольский церемониал со временем были приглашены предводители тюркских племен народов и, к сожалению, таджикское духовенство, что параллельно вовлекал и их в традицию пренебрежения верховенства закона. Такое обстоятельство дело привело к эрозии верховенства закона в регионе, который ранее был известен как ареал действия либерального ханафитского толка суннитского ислама. Чтобы понять соблюдение верховенства закона до монгольского периода, мы приведем 3 кратких известных случаев. Великий бармакинский визирь в Багдаде, когда ему сообщили, что к нему приехали земляки, поручает заменить казенную свечу с персональной свечой, четко разделяя личное, частное имущество от казенного, государственного имущества. По сообщению Сиясатнаме, эмир Исмаил Салмани имел обычай выйти на встречу зимой в больших осадках к потенциальным просителям, которые могли не дойти до аудиенции к правителю. Это показатель наличия обратной связи власти и обществом. И султан Махмуд, грозный Махмуд, даже казня своих врагов и недоброжелателей, компенсировал его домочадцам за потери недвижимой собственности по рыночной стоимости. Теперь, после введения основ степной яссы Чингисхана, в общественном поведении элит стало постепенно преобладать случаи обхода или преступления закона, которые постепенно охватывали, к сожалению, и других слоев традиционного общества. Парадоксально, что в последние годы советской власти даже некоторые сумасбродные председатели колхозов считали себя над законом, образы которых до сих пор витают в глубинных деревнях регионов Центральной Азии. Даже последний пример Казахстана, когда основатель государства уходил, а его окружение испортил имя основателя великой личности Нурсултана Назарбаева. Другая парадоксальность заключается в том, что сама современная Монголия постепенно внедряет демократический механизм процедур, смело избавляется от этих уродливой формы поведения элит. Поэтому давно пора нам верховенство закона превратить в краеугольный камень дальнейшего развития наших национальных государств. Третья ловушка Центральной Азии – концепция региона, имеющего выход к морю. И как любят говорят на английском, landlocked country или double-locked country навязано нам нашей географии. Все саманитские миры, селджукидские, туркменские, казахские султаны, даже грозный эмир Тимур никогда не стремились к выходу морским портам, или как ассирийские правители не стремились омыть свой речь в водах Средиземноморья. Это была в основном зороастрийская традиция избежания воды. Общеизвестно, что доломитый эмир Тимур, соединявший все сухопутные трансконтинентальные торговые пути вокруг Самарканда, после противостояния Великой степи с внутренним Китаем, приведших к нарушению регулярного товарообмена, хотел и восточный, начальной части Великих шелковых пути привести умиротворение и возобновление международной сухопутной торговли. К началу этой благородной мысли, к огромному сожалению, он не дожил. Он хотел возобновления великого лозунга Великого шелкового пути. Кони на севере, корабли на юге. Но уже после нескольких десятилетий после эмира Тимура начались великие географические открытия, которые сделали не Азию, а море, точнее мировые океаны, продолжением Европы. К сожалению, такое положение продолжается до настоящего времени. Сингапур процветает, а Самарканд
столице Центральной Азии еще нет. Железнодорожный бум строительства современных автобанов, газонефтепроводов, сети оптиковолоконной связи, воздушных карго-центров пришли в наш регион с опозданиями. Поэтому на 30-летие суверенного развития в нашей республике мы в основном заняты созданием национальных инфраструктурно-логистических сетей, которые в конечном итоге образуют общерегиональные сети Центральной Азии. Приветствие всех крупных проектов. Хотел бы обратить внимание наших коллег по региону на строительство железнодорожного маршрута Самарканд, Панджикент, Айни, Душанбе, Лакш, Кашгар, который выступает становым хребтом сухопутного маршрута китайского мегапроекта инициатива «Поезд-путь» по маршруту Сингапур, Сиан, Самарканд, дальше Стамбул, Страсбург или Санкт-Петербург, Стокгольм. Таким образом, 3 ловушки, 2 из них оставлены историей и 3 предопределение нашей географии будут выступать серьезным экзаменом для местных экспертов. Только избавление от них откроет перед нами великолепную перспективу. В противном случае мы будем оставаться слабой копией великих оригиналов. Благодарю.